Ну, вообще, движение зародилось как строительные отряды. Вот. И до 1986 года так и назывался Всесоюзный студенческий строительный отряд. Это в 1986 году слово «строительный» из этого названия убрали. Стал Всесоюзный студенческий отряд. Вот. И спектр деятельности студенческих отрядов значительно расширились. Во-первых, сразу за строительными отрядами появились сельхозотряды. Вот, потому что освоение той же целины требовало не только строительства, но и, будем говорить, приложения рук к уборке урожая, к его сохранению. Потом появились отряды проводников железнодорожных составов, потому что у нас самая протяженная железнодорожная сеть в стране. Естественно, летом движение становилось более интенсивное, и проводников откуда было брать? Только из студентов. И студенты эту нишу охотно заняли. Потому что это ты ездишь, колесишь по стране, ты смотришь свою страну, а кроме этого еще за это получаешь деньги. Вот. Конечно, тебе приходится пахать, но бесплатно денег в то время никто не давал. Вот. Педагогические отряды появились. Сколько у нас было пионерских лагерей? Вожатых брать неоткуда. Пожалуйста, педагогические отряды. Появились отряды работников торговли, отряды продавцов. То есть это и у нас в республике тоже были такие отряды. Медицинские отряды появились. Вот я хочу сказать, что в 1967 году у нас была в республике работала студенческая плавучая поликлиника, которая на пароходе по реке Печоре проплыла по всем селам, которые стояли, и деревням вдоль Печоры, и обследовала каждого жителя. В 1976 году в нашей республике был создан первый в Советском Союзе отряд бортпроводников «Лазурь» в Сыктывкарском университете. Естественно, там не было никакой авиационной специальности, вот о чем мы говорим. И строительных специальностей не было ни в пединституте, ни в университете. Просто, в Ухтинском индустриальном был строительный факультет, там ребята работали по специальности, но зачастую это не было связано. На сельхозработах в Астрахани выезжала к сельхозинститутам и к сельхозобразованию не имели никакого отношения, а сколько урожая собирали. Нет, очень небольшая часть. Хотя стремились, особенно в 80-е годы, сделать так, чтобы работу в студенческих отрядах совмещать с практикой. Это, конечно, расширило немного спектр, вот как раз мы говорим о спектре деятельности, расширило спектр деятельности студенческих отрядов. Появились отряды буровиков, допустим, вот. Или отряды продавцов. Это потому что стали привлекать, работать по специальности. Студентам это засчитывалось как практика и учащимся, и они работали, работая в стройотряде, проходили практику. Вот и студентам это было выгодно, с них не вычитался подоходный налог, то есть у них возросли заработки. Не намного, на 12%, но тем не менее.